В эфире субботний выпуск новостей с Апшалом. И с вами сегодня я, Эсма Гуланзе. Здравствуйте. Мы расскажем вам о самых значимых событиях этого дня. В сегодняшнем выпуске в этнопарке открылся кузнечный фестиваль, а в Сухуме – шахматный турнир. Отзывы туристов об отдыхе в Абхазии, деятельность православного паломнического центра в Гулрыбском районе и многое другое. Роль учителя в жизни человека сложно переоценить. А какой он педагог с большой буквы? Ведь успешность определяется не только методами обучения, но еще и личностью учителя, его характером и отношением к делу. В нашем следующем сюжете мы расскажем о заслуженном учителе Абхазии, обладательнице ордена Ахтзапша третьей степени Мерит Хагушевой. Мери Эндрисовна, или как ее чаще называют Мери Борисовна, посвятила педагогической деятельности 48 лет. О любимой профессии и непростой судьбе в нашем следующем репортаже. Дома у Мери Борисовны практически постоянно включен канал абхазского телевидения. Говорит, в последнее время смотрю АГТРК с удовольствием, ведь появилось много интересных передач. Наша беседа с Мерит Хагушевой получилась долгой и содержательной. О любимой работе, об учениках, о тяжелых годах войны, о своих горестях и радостях. В каждом слове нашей героини чувствуется воля, сильный характер и интеллект. 25 лет Мерит Хагушева проработала преподавателем английского языка. С 1992 года была директором Гудаутской средней школы номер 2. Говорят, быть педагогом – это призвание, ведь учитель не только вкладывает знания в своих учеников, но сеет в их душах разумное, доброе и вечное. Несмотря на все трудности профессии, Мери Борисовна ни разу не пожалела о своем выборе. Я очень довольна, потому что, вы знаете, сегодня, когда встречаешь своих выпускников, и они к тебе относятся с таким вот уважением, доброжелательны, даже на машине будут проезжать, остановятся, выйдут, поздороваются. Мерия Борисовна, как вы, если вам что-то надо, вы не стесняйтесь. Вы знаете, вот это в жизни, ну что? Нужно больше, лучше, что может быть для педагога. Хотя педагог одновременно является еще и психологом. Быть педагогом не каждый сможет. Вот как не каждый смог во время войны взять оружие и пойти воевать. Не каждый может стать врачом. То же самое не каждый может стать педагогом. Это не легкая профессия, это очень сложная профессия. Здесь надо глубоко мыслить. И чтобы дать глубокие знания, не поверхностные знания, глубокие знания ребенку, к этому надо, конечно, готовиться постоянно. Когда началась война, образовательный процесс приостановился. Мерит Хагушева разделила непростую судьбу своего народа. Ушел на фронт ее единственный сын, а в школе был образован штаб, в котором жили добровольцы. 15 числа ко мне пришла Чанба Лариса Натыла Харитоновна, она сейчас директор нашего гудаутского телевидения. Она говорит: Мери, ты нужна нам. Я говорю: нет проблем. И вот с этого у нас мы организовали, нас попросили вышестоящие органы, чтобы мы организовали союз женщин. Мы организовали этот союз. С 1 сентября, конечно, школа не открылась, естественно. Там у меня был штаб. Мы находились Нанбазакан под его руководством, потом Пилия, был Давид. Я ему свой кабинет полностью отдала. Вначале были наши местные ребята-добровольцы. Я их поселила, там двухэтажный дом был, двухэтажная школа была. Туда поселила я. А потом эти ребята, когда пошли в бой, приехали из Северного Кавказа, естественно, и их поселила. Через некоторое время учебный процесс возобновился. Детей было много. Они приезжали из разных районов республики в относительно спокойную Гудауту. Учителей при этом катастрофически не хватало. Были занятия, очень сложные были занятия, очень многие дети, очень много детей было, которые поступили и к нам в школу, и в другие городские школы, и в Бамборскую школу. Потому что почти вся Абхазия была здесь находились
И я помню, как сегодня из Ткварчала привезли семью. Я не помню, как фамилия отца, потом его убили, бедного, на войне он погиб. Он привез дочку, в 10 классе она была. Ну, у нас библиотека, слава богу, была, и по сей день она также полностью оснащена учебниками была. Вот. Ну, я попросила библиотекаршу, она принесла полный комплект учебников. Это вот такая вот стопа. И вот она перед моими глазами сегодня, эта девочка, она когда увидела, у нее слезы потекли. И она к папе обращается: папа, отцарствует убо, аж кусыртвитлый. Заганубри. Ну, это счастье для меня, говорит. Она говорит, это для меня счастье, говорит, что я буду учиться. А ей баб двукух шубит. Барацара пцойте, сарай, что схичойте. А я, говорит, пойду, говорит. И, в общем, вот так эта девочка. Я говорю, не надо плакать, не расстраивайся, моя хорошая. Я говорю, здесь очень много твоих друзей, и ты со всеми познакомишься. Я говорю. Параллельно продолжала свою деятельность Ассоциация женщин Гудаутского отделения. Благодаря их усилиям информация о том, что происходит в Абхазии, доходила до международного сообщества. Женщины делали все, чтобы их голоса были услышаны. И здесь Мере Борисовне пригодились знания английского. Союз женщин очень тоже огромную работу провел во время войны в тылу. Возглавляла его Юлия Захаровна Пабба. Очень много обращений было. Очень много обращений было по поводу той ситуации, которая происходила у нас, по поводу того геноцида, который нам навязали госсоветовцы Грузии. Вот. Мы вплоть до Организации Объединенных Наций, в какие только инстанции не писали. Последнее время мы даже подписи у детей у всех собрали, уже от имени детей тоже посылали. Очень много митингов проводили во время войны. Это все мы успевали. Ну, мне тогда было 46 лет. Я все успевала тогда. Вот. В 3 часа ночи где-то мы возвращались домой. Во время войны по поручению Владислава Ардзенба делегация женщин из Абхазии отправилась на Северный Кавказ. В их числе была и Мерит Хагушева. Женщины посетили могилы погибших добровольцев и встретились с их матерями. Возглавляли эту делегацию Нателла Нуриевна Акаба и Юлия Захаровна Пабба. Там была Мзебия, так как у нее погиб муж. Я была как черкешенка, якобы из Северного Кавказа, более кровные. Русская была, грузинка была, все национальности были с нами. Была Ема Ермолова, у которой сын погиб на тот момент, единственный сын. Но нас очень хорошо встречали, конечно, на высшем уровне. Первые лица во всех городах Северного Кавказа нас встречали первые лица. Проводили собрания, мы с матерями разговаривали, по телевидению выступали, мы благодарны были матерям, всем, все вот это вот. Вот потом после этого, конечно, пошел поток опять добровольцев. Сын Мери Борисовны, Астамур Бутба, прошел всю войну, был дважды тяжело ранен. Раны физические и душевные мучили его долгие годы. Он часто вспоминал своих боевых товарищей, не мог смириться с их гибелью. Астамур ушел из жизни уже в мирное время. Сказались последствия войны и стресса. Он очень скучал по своим друзьям. Он всегда об этом говорил, особенно когда рюмочку выпьет, он всегда говорил. Мама, говорит, Оскар Гвазава, потом Кварацхелия. Он всегда, ну, что касается Османа Гунба, это они рядом. Он лежал, на него смотрел, он не мог, что он мертвый, а он живой, хотя был полуживой. Вот. И он всегда скучал. Он говорит, я скучаю, мама, говорит, за своими друзьями, говорит, которые умерли. Я говорю, Астик, я говорю, ну ты успеешь, я говорю, туда пойти.
Позже ушел из жизни и муж Мерит Хагушевой. В 2015 году по состоянию здоровья она покинула пост директора школы. Однако здесь ее по-прежнему помнят, любят и уважают. На момент съемок школа была на карантине, но бывший директор провела нас внутрь. Все рассказала и показала. С особой гордостью говорила о ремонте, проведенном в период президентства Александра Анкваб. Сегодня Мери Борисовна живет с дочерью Мадиной, занимается домашним хозяйством, принимает участие в различных образовательных проектах. В этом году Мерит Хагушева отметила свой 75-летний юбилей. 15 апреля президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о присвоении ей почетного звания «Заслуженный учитель Республики Абхазия». Педагог с большой буквы, волевая женщина, интересная и яркая личность. Все это о Мере Борисовне Тхагушевой. Эсма Голанзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. Выковать нож или наконечники для стрел. В этнопарке Апсны открылся фестиваль кузнечного дела. Фестиваль объединил мастеров из Абхазии, Адыгеи, Белоруссии, Краснодарского края и даже Якутии. В первый день фестиваля кузнечного мастерства айхамца в этнопарке Апсны работа кипит и горит в прямом смысле этих слов. Всюду слышны молотки кузнецов, треск от костра пламени, доносящийся из горнов. А в глазах участников и посетителей искры не только от процесса закалки стали, но и от интереса к происходящему. Ведь такое мероприятие проходит в Абхазии впервые. Фестиваль кузнечного дела собрал лучших мастеров из Абхазии, Адыгеи, Краснодарского края, Белоруссии и даже Якутии. Мукучу Унар приехал со своим учителем Александром Даниловым в Абхазию из республики Соха. Их задача – показать древний якутский метод плавки железа абхазским друзьям. По нашей мифологии гончар на самом высшем кассе. После этого кузнец вот так. Ну, сейчас мы вот сделали из кирпичей печь для плавки железа. Вот этим делом сколько вы занимаетесь? Я занимаюсь год. Вот, искал себя. И в детстве, когда в школе учился, вот Александр Данилов с командой сделали лагерь. Там побывал, понравился. А потом вот думаю, а мне же нравится кузнечное дело, а почему бы нет? Подошел, там научил меня. Вот в итоге нахожусь здесь. Вот, в очень хорошем фестивале, в парке очень хорошем Апсны. Еще приедете? Да, конечно, приеду, обязательно. Самая главная цель мероприятия – обмен опытом с мастерами из других стран, сближение с культурами народов. Участник фестиваля, член гильдии оружейников России Александр Белый приехал в Абхазию из Бреста. Он планирует изготовить клинки к абхазским ножам. Но у него еще одна важная миссия – передать послание от российских коллег и зачитать его. Пожелания нашему фестивалю. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, гильдия мастеров-оружейников искренне поздравляет вас с открытием фестиваля кузнецов-оружейников. Мы благодарим принимающую сторону руководство Братской Абхазии за возможность провести фестиваль в такое непростое время. Желаем вам прекрасной погоды, жаркого огня и прекрасного настроения. А этот участник приехал на фестиваль из Адыгеи. Я приехал с Майкопа. Меня порадовал приглашением Тимур Дзидзария. Вот. Приехали поделиться опытом, чему-нибудь друг у друга научиться. Есть ребята, которые варят дамаск, есть ребята, которые варят булат, есть ребята, которые сейчас вот плавят руду. Вот, например, я всего этого не знаю. Ну, дамаск я варю тоже, просто хочется что-то, отличиться, что ли, что-то другое сделать. Вот, у ребят будут ножи, я буду наш кавказский кинжал делать сегодня, дай бог. В руках умелых мастеров на глазах железная руда превращается в булат, дамасская сталь в ножи и куски металла в прекрасные изделия. Что вы делаете? Эта процедура называется сварение дамасского стали. Долгий процесс? Да, очень долгий процесс. А сколько вы этим занимаетесь? Этим делом? Этим я уже более 15 лет занимаюсь.
Кстати, организаторы мероприятия гильдия оружейников Абхазии во главе с Тимуром Дзидзарией и этнопарк Апсны назвали добычу и использование железной руды на фестивале историческим событием, так как абхазы не использовали ее на протяжении многих лет. Чтобы добыть руду, абхазские мастера 2 раза поднимались на гору Барзычха. Они добыли около 280 килограммов руды, которую они плавят на горнах на кожаных мехах. Их по архивным описаниям смастерил абхазский художник Батал Джапуа. А то, что вы здесь видите, это плавильная печь, это меха специальные для того, чтобы туда нагнетать воздух и плавить руду. Вот задача наша сегодняшняя. Оба они старинные, просто там на электрической тяге вентилятор там дует воздух, а здесь я дую воздух. На территории кузни установлены горны для каждого участника фестиваля. Разжигают их газом и воздухом. Вот этот, например, разжигают воздухом. Называется он «Домница». Самому младшему участнику фестиваля Шамилю Абба всего 14 лет. Несмотря на юный возраст, он ничем не отстает от своих уже опытных коллег. Я сейчас вытягиваю упаковку для того, чтобы сделать из нее нож. Вот ты как к этому пришел? Как ты стал этим заниматься? Я это первый раз вообще увидел по телевизору, и мне это понравилось. Я сначала пробовал на холодную ковать всякие там, сырые железки. Особо ничего не получалось, но все равно было интересно. Потом оказался в кузне и уже пошло. Ты планируешь этим дальше заниматься? Я это расцениваю как хобби. А какие-нибудь изделия уже до этого делал? Да, у меня уже немало абхазских ножей готовых, сделано. В общем, и гости, и участники мероприятия получили большое удовольствие от фестиваля. Фестиваль кузнецов-оружейников будет проходить в Абхазии 3 дня. Гугут Савардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В нашу редакцию стали поступать сообщения от граждан республики с просьбой осветить деятельность религиозных общин на территории Абхазии. Тема поднималась и в социальных сетях. Большой интерес общества вызвал православный паломнический центр в Гулрыбском районе. В вопросе разбиралась Алика Трапш. Прямо за моей спиной располагается православный паломнический центр Елисафета, который функционирует уже несколько лет. Проводить съемки внутри нам запретили. Ворота в центр закрыты. По домофону мы сообщили о своем приезде. Через пару минут к нам вышел охранник и монахиня, которая тут же попросила отключить камеру. А в личной беседе монахиня Николая, как она представилась, рассказала, что съемка в православном паломническом центре запрещена, так как это частная собственность, и у нее нет благословения на съемку. Кто является собственником, она нам тоже не ответила, но сказала, что паломнический центр в ведении Абхазской православной церкви, и находятся они здесь уже 7 лет. Без камеры нашу съемочную группу пустили внутрь и показали территорию православного паломнического центра Елисавета. Эти кадры взяты из сайта центра, где есть фото и видео описания объектов, которые там располагаются. На территории православного паломнического центра находится храм в честь Николая Чудотворца. Как сообщила монахиня Николая, в храме не проводят службы, так как он еще не освящен, но сами монахини там молятся. Количество монахинь она тоже не уточнила. Кроме того, по словам монахини Николая, все желающие посетить храм, чтобы помолиться, допускаются вовнутрь. Но в момент нашего пребывания там мы никого не увидели. Помимо храма на территории паломнического центра располагается гостиница, где и останавливаются паломники. Мы их также не увидели. Более подробно о деятельности паломнического центра нам узнать не удалось. Но у нас возник вопрос, есть ли у него право функционировать в Абхазии. С ним мы обратились в администрацию Гулрыбского района. Там нам сообщили, что у собственника есть вся разрешительная документация, и владельцем объекта является общество с ограниченной ответственностью «Паломник». И данные строения были переведены в нежилые и в последующем уже проданы ООО «Паломник». ООО «Паломник» дальше начал осуществлять уже свою деятельность. Сначала построили, реконструировали жилые дома под офисные помещения, потом построили сам храм, трапезную, затем уже гостевой дом, другие здания. То есть там идет несколько этапов. В каком году все это происходило? Что именно? Для продажи в 2014 году. В 2014 году началось, а потом уже строительство самого храма. В каком году вы приступили к этому? Строительство самого храма надо посмотреть конкретно, когда началось. После того, как была купля-продажа. То есть я правильно понимаю, что на сегодняшний день вот владельцем, да, это же как частное лицо является
Общество с ограниченной ответственностью «Паломник», да. А откуда вот это общество? Это как организация из России, да, правильно понимаю? Нет, это не из России. Из России, наверное. Я уставные документы сейчас не помню, но осуществляет она паломническую деятельность. Скорее всего, да, это общество с иностранными инвестициями. Да, вот и, скорее всего, из России. Какую деятельность они осуществляли? Какие они платят налоги, да, в бюджет? Ну, у меня немножко другая сторона. Кто является собственником общества «Паломник», нам не удалось узнать, ровно так же, как и то, сколько налогов он платит в бюджет района. Как оказалось, это не единственное православное монашеское поселение в Абхазии. Относительно новое имеется в виду. Например, в Сухуми по улице Чанбы располагается некая община. Мы решили отправиться и туда. Местные жители рассказали, что монахини живут практически у подножия горы. На машине проехать весь путь нам не удалось из-за плохой дороги. Мы отправились пешком, но добраться до места не смогли. Уж очень далеко оно оказалось. По словам местных жителей, вон в тех домах и проживают монахини. Больше никакой информации мы собрать не смогли, поэтому мы обратились к главе Абхазской православной церкви отцу Виссариону Аплия. По его словам, в горах Абхазии немало монахов-отшельников, которые вдали от мирских забот молятся в уединении. В их числе были и те, кто считал, что находится в Грузии и не признавал Абхазскую православную церковь. Конечно же, они были высланы из страны. Говоря о монашеских общинах на территории Абхазии, отец Виссарион отметил, что они живут по уставу АПЦ. Здесь их три общины. Все они, эти три, входят в наш православно-абхазский, значит, церковный совет. Где именно они располагаются? Ну, одни располагаются на улице Очамба, значит, наверху, другие располагаются в районе Мерхиур, и одна около Гудзеры, вот там, значит, и они все являются составной частью Абхазской православной церкви. Они не являются составной частью, скажем, какого-то Москвы или Калининграда. По словам отца Виссариона, храм, который расположен в православном паломническом центре или совета, принадлежит Абхазской православной церкви. Его строительство пока не завершено. Говоря о монахинях, отец Виссарион рассказал, что они приехали из разных городов России. У нас есть документальные подтверждения, их обращения, и мы их благословили на строительство этого храма, скажем, в Агудзерах. Да? Не одна община, они приехали сюда, скажем, одни приехали с Мордовии, другие приехали. Там была ситуация такая, с этим ИНН связано было. Они не подчинились и не стали подчиняться этим светским властям. И когда они приехали сюда, было сложно очень. Здесь, значит, как надо было нам поступить с ними, как бы в гонении они. От тех же людей, которые пытаются их притеснить, и чтобы они отказались от этих правил православных. Ну и, слава Богу, наша власть, значит, пошли навстречу, и мы их приняли, и они здесь находятся, как бы спасаются. Сколько лет уже они здесь находятся и строят? Ну, сколько лет? Лет, наверное, 15, где-то так вот. Ну, сколько сейчас? Я точно... Где-то около... эта община, вот, которая вот находится на Агудзерах, она попозже. Я спрашивал у святейшего патриарха Московского Исаия Руси Кирилла, ваше святейшество, вот, значит, они брали у вас благословение, когда хотели поехать в Абхазию? Они говорят, да. И как с ними поступать? Ну, по возможности постарайтесь, говорит, определить им, если возможно, значит, светская власть пойдет навстречу, дать им там землю, пускай там с нуля начинают что-то строить, что-то делать, но без ведома, лично моего, чтобы они ничего не делали. И они это знают. И слава Богу, они это выполняют. Православная церковь никогда не следует такими путями слухов. Мы исследуем это все. Конечно, я вылетал, как говорится, в город Саранск, Мордовия, откуда они приехали, там владыка Варсануфий, сейчас он находится в Питере, и был в Москве, значит, управляющий делами московского патриарха. И, естественно, здесь говорили плохо о них, что якобы они там ничего подобного. И владыка сказал, отец Виссарион, если это возможно, приютите их. Вот мы и приютили их. Монахини, которые пребывают на территории Абхазии, не несут никакой опасности. Наоборот, они оказывают большую духовно-просветительскую помощь нашим жителям. Кто обращается к ним, говорит отец Виссарион. Очень многие женщины не знают, как себя определить и как вообще себя найти в этом обществе. Что делать? Замуж выходить не хочет, как бы там дети растут, ну и там подобное, как бы хочется ей прожить благочестиво, честно, чтобы, не хочет она выходить замуж за кого-то другого, потому что там дети, это все. И в этот момент вот эти вот монахини, там, матушка Херувима, Серафима была, царство небесное ей, они очень много оказали помощи.
вот именно духовного такого характера. Я это слышал потом отзывы. И, знаете, это прямо как будто бы Господь их послал, и Матушку Херувима. И они настолько оказались полезными в нашем обществе и в нашей стране. Поэтому, кроме пользы, от них никакого вреда я не вижу. Игумен Игнатий Киут, присутствовавший при разговоре, отметил, что Абхазия всегда была православной страной. Но, по его словам, в настоящее время много разных религиозных течений, которые представляют реальную угрозу для нашей страны. Мормоны каким образом появились в Абхазии? Каким образом свидетели Иеговы здесь проповедуют, пропагандируют? Свидетели Иеговы – это тоталитарная секта. Во многих странах они запрещены. Баптисты. У нас в советское время не было католического прихода. Католический приход открыт, действует. Лютеранский приход открыли, действует. Баптисты, адвентисты 7-го дня школы открывают. Многие забывают, что мы христианская страна. Мы древняя христианская страна. Возможно, приезжающие в Абхазию отшельники и не таят в себе реальной опасности для окружающих, но у людей не могут не возникнуть вопросы об их деятельности здесь. Помню недавнюю нелицеприятную историю с детским лагерем общества Кришны в Дранде. Отшельники обычно живут вдали от людских глаз, а православный паломнический центр Елисавета находится за глухими воротами, практически в центре Гулрыбского района, и открытостью, как все другие храмы Абхазии, не отличается. А ведь, как говорится, пугает неизвестность. Алика Трапш, Тимур Гугохи, Михаил Братухин, Инала Гухава, Абхазское телевидение. Тем временем в Абхазии продолжается туристический сезон. В социальных сетях много положительных отзывов об отдыхе в нашей стране. Авторы некоторых из них – популярные блогеры. Тему продолжит Гугуца Вардания. Экзотическая страна с субтропическим климатом необыкновенной красоты. Все утопает в зелени, а количество красивых мест и запоминающихся экскурсионных маршрутов не счесть. Так об Абхазии в конце туристического сезона отзываются многие российские туристы, сравнивая ее с другими не менее прекрасными курортными странами. Ребятки, сразу могу сказать, Абхазия, конкретно в нашем случае сейчас это Гагра, прям реально потрясающее своей красотой место. Здесь природа вполне сравнима с природой Шри-Ланки, Филиппин. Прям реально по ощущениям конкретнейшая экзотика с тропическим таким климатом. Горы, море. Все остальное это второстепенно. Этот турист тоже отдохнул в Гагре и остался под впечатлением. Ему красоты нашего края напоминают Таиланд. Красота, красиво, видно горы. И что? Мне это, знаете уже, что напоминает? Мне это напоминает Краби. Смотрите, какие скалы. Как будто карстовые породы вот так вот тоже срезаны. Интересно. Уже ассоциация с Таиландом. По словам многих туристов, они едут в Абхазию искупаться в чистом море и отдохнуть от суеты. Конечно, чистому морю рад каждый, но после прогулок по горным маршрутам отдыхающие под особым впечатлением. Эти кадры сделаны на Малой Рице. Адриатическое или Средиземное море, виды Средиземного моря. Очень красивая вода, просто. Я такое еще не видел, но это большая редкость увидеть подобную водичку. Шикарные виды, я рад, что мы здесь оказались. Тут очень красиво, я сейчас расплачусь от радости. Ты просто вот сидишь, смотришь, тут настолько... Я не знаю, что сказать. Здесь просто надо сюда прийти и смотреть, знаешь, вот сесть и смотреть. А этот турист в восторге от экскурсии в Восточную Абхазию. В своем блоге он отмечает, что по таким прекрасным местам можно бродить бесконечно, смотреть на холмистые вершины гор, величественные водопады и наслаждаться тишиной. Все очень красиво. И только начинает цвести, это еще не сезон. Я даже не могу представить, насколько здесь красиво, когда все уже расцвело максимально. Кто-то после экскурсии задумывается о том, чтобы здесь немного пожить. Мне безумно понравилась Абхазия, я сюда обязательно еще раз приеду. По возможности, может, даже тут поживу. Потому что действительно вот такое место, какое-то оно очень душевное и легкое, и спокойное. Кто-то под впечатлением от вкуса горной, чистейшей воды. Представляете, здесь можно набрать водички. Мне кажется, эта вода, такая вот настоящая, самая вкусная, которую можно просто в горах вот так вот набрать себе в бутылочку.
Эти туристы делятся впечатлениями о нашей стране за уютным столом. Вернуться сюда вновь – главное желание этой группы. Единственное сожаление, что смогли приехать лишь на несколько дней. А ведь здесь так красиво и еще столько прекрасных мест, которые не успели посмотреть. Я хочу еще раз испытать эти ощущения, чувства, все, что было вот внутри. Это я вам говорю от всей души. Давайте выпьем, да, в путешествие, в обратно. Некоторые люди все еще боятся ехать в Абхазию, так как в интернете много фейковой информации по поводу отдыха в нашей стране. Однако с этим борется Министерство туризма. Специалисты сотрудничают с блогерами, организовывают интересные экскурсионные маршруты. Отзывов много положительных, очень много пишут в интернете, очень много закидывают интересного материала на YouTube. Помимо этого мы сами приглашаем блогеров, максимально популярных, стараемся отбирать. И также они обращаются к нам, очень много поступает к нам заявок по поводу того, чтобы оказать содействие в съемке материалов на территории Абхазии. Мы первый раз в Сухуми, сами из Сочи. Настолько получили огромное удовольствие. Вот мы с мужем прожили полвека, но получили огромное удовольствие. Вот первый раз рядом живший и посмотревший. По словам некоторых туристов и блогеров, в стране души каждый может найти занятие по душе. Прокатиться по горному озеру, порыбачить с друзьями или путешествовать по историческим местам. Обычно в Абхазию избегают от надоевших будней, чтобы поваляться на пляже и остаться наедине с природой. Но эта страна соткана не только из соленых брызг, гор и солнца. Тут есть немало исторических памятников. И замок принца, и прекрасная кухня, и таинственные легенды. Гугуца Вардания, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Сухуми открылся международный шахматный турнир «Аквафон Open 2021-4». В соревнованиях приняли участие шахматисты из разных районов Абхазии, а также гости из России. Организатор турнира – Федерация шахмат Абхазии. Генеральный спонсор соревнований с 2010 года – компания «Аквафон». 25-26 сентября в Сухумской детской шахматной школе имени Анатолия Карпова проходит шахматный турнир «Аквафон Open 2021». В турнире принимают участие свыше 100 шахматистов всех возрастов из разных регионов Абхазии. А также в турнире принимают участие гости из России. Турнир проходит в помещении шахматной школы, при этом соблюдаются все меры предосторожности. В обязательном порядке ношение масок и социальная дистанция. Болельщики в зал не допускаются. Юные шахматисты занимают свои места, и по традиции турнир открывает президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба. Из-за ковидных ограничений мы сделали минимальное количество участников в этом году. Сделали отборы по районам, и сюда, в Сухум, приехали уже лучшие из лучших. С 2010 года бессменным генеральным спонсором соревнований является компания «Аквафон». Тимур Гургуля рассказал о дальнейших планах и о новшествах, введенных в этом году. За последние 2 года мы столкнулись со сложностями, о которых вы прекрасно знаете. Но несмотря на все это, мы смогли соблюсти все антиковидные меры. И мы привлекли для этого шахматного турнира ребят со всех уголков Абхазии. Также были ребята из-за рубежа. Это прекрасный вид спорта. Шахматы привлекает игроков из разных возрастных категорий, разных профессий. Шахматы развивают. Шахматы — это словно как тренажер для мозга. Он способствует интеллектуальному развитию игроков. Мы, компания «Аквафон», всегда будем поддерживать подобные интеллектуальные игры. После нескольких часов игры первый этап турнира завершен. В честь памяти сотрудника шахматного клуба Милика Арзуманяна был учрежден специальный приз «Лучший шахматист до 8 лет». Обладателем данного кубка стал Михаил Гунба. Приз ему вручил сын Милика Арзуманяна. Из рук медаль, кубок, из рук сына Арзуманяна Милика. Спасибо, медаль.
Церемония награждения победителей прошла уже на открытом воздухе. Первое место среди мальчиков занял Богдан Турков. Второе место – Нестор Богателя. Третье – Эмиль Авидикян. Среди девочек сильнейшей стала Александра Авицба. На втором месте – Сариела Коба. Третье место заняла жительница Гагарского района Лия Сеченава. С эпидемиологической обстановкой провели турниры по районам, чтобы ограничить количество участников в Сухуми. Вот. Значит, надо строго придерживаться ковидных правил, ограничений. Вот. За это у нас в финале Аквафон Open в этом году участвовало 25 человек. 14 лет подряд Аквафон выделяет средства на проведение шахматного фестиваля. В следующем году будет юбилейный. И, конечно, это большая поддержка и для федерации, и для детского спорта. И мы им, конечно, благодарны от всех участников, родителей, от всей общественности шахматной. 26 сентября состоится второй завершающий этап международного турнира по шахматам. За звание сильнейших шахматистов поборются игроки старшей возрастной категории. Аманда Пония, Арина Гухава, Абхазское телевидение. Спасибо всем. До следующего юбилейного 15-го Аквафон Open. В горах Абхазии выпал первый снег, а точнее снег с дождем. В прошлом году он выпал гораздо позднее, 2 ноября. Видеокадры нам уже присылают очевидцы. Информационный выпуск Сапшала завершает свою работу. Оставайтесь на нашем канале. Всего вам доброго. До свидания.